С какого года работает биржа на МФЦА? Наша биржа была учреждена в декабре 2017 года, но начали мы операционную деятельность с ноября 2018 года, с момента IPO нашей компании «Казатомпром», я имею в виду казахстанской компании. А как люди покупали, вот скажем, акции, да, до приложения Табыс? Табыс – это наша отдельная такая новая услуга. В принципе, традиционно участвуют на рынке люди через брокеров. Да? У нас казахстанские брокеры, их около 20, но также есть и международные брокеры. Соответственно, если люди хотели торговать на международном рынке, либо открывали счет у иностранного брокера, что не всегда очень сложно для казахстанцев. Ну, невозможно практически, обычному казахстанцу. Возможно, нужно знать там язык и так далее. Да, быть финансистом для этого. И либо у наших брокеров, и, соответственно, оставляют заявку, брокер для вас совершает сделку на фондовом рынке, то есть на X. Для нас биржа, для многих казахстанцев, судя по американским фильмам, да, там «Волк из Уолл-стрит», то есть это какие-то, знаете, кричащие мужчины с какими-то бумагами. И для нас эта биржа, все равно что-то непонятное, да, вообще вот для того, чтобы разбираться в ценных бумагах, насколько это сложно? Биржи 21 века, там уже нет, вот как вы говорите, шумных брокеров в одном месте, которые напрямую между собой заключают сделки. Да? Вот как раз брокер, то, что мы говорим, это человек, который имел доступ к этой комнате, и он, соответственно, мог с другими брокерами торговать. Современные биржи – это цифровые, то есть это больше даже, наверное, IT-компании. Как раз вы здесь видите кабинет, это вот сердце нашей биржи, здесь сидят наши команды IT, одна из самых больших команд внутри биржи, а также наши команды по посттрейду, то есть расчет сделок, и также Market Operations, они, соответственно, управляют рынком. Второе, то есть, чтобы работать на бирже, надо быть профессионалом, но чтобы начать инвестировать, особенно через Табыс, не нужно быть профессиональным финансистом, да, но нужно иметь базовые знания про финансы. Поэтому мы и разработали Табыс, чтобы заинтересовать людей, чтобы уровень финансовой грамотности, особенно инвестиционной, поднять, да, в стране. Ваша биржа кому принадлежит? Государству? Наша биржа, на самом деле, AEX, она была создана в рамках проекта Международный финансовый центр Астана. Проект Международного финансового центра – это государственный проект, вы, наверное, про это знаете. Сама биржа – это не госкомпания, то есть прямого участия государства нет, но тем не менее это создано в рамках большого проекта по созданию финансового центра. Многие казахстанцы привыкли хранить свои деньги и сберегать, да, самое главное, это в банках. Ты покупаешь квартиру, да, и там земельный участок. Больше вариантов нет. Еще варианты, люди могут там пойти куда-нибудь не туда положить деньги. Вы предлагаете надежный, самое главное, такой популярный в мире способ, да, то есть прийти на биржу и купить акции. То есть людям кажется, что это очень сложно. Почему у нас люди привыкли? Потому что были только такие возможности, как вы говорите, депозит в банке, недвижимость, это квартира, земля и так далее. Либо свой бизнес, да, еще есть, можно открыть там, в зависимости, сколько денег есть, магазинчик у дома, да, там, или что-то посложнее. На самом деле фондовый рынок – это очень популярный инструмент, наверное, даже или площадка, куда люди приходят и вкладывают свои деньги в мире. Да. Причем классы активов здесь гораздо больше, и риск-профиль, самое важное, разный. Вкладывая на депозит, мы все равно берем риск. Чей риск? До 10 миллионов – это риск нашего государства, да, Казахстан, потому что у нас гарантированы казахстанским фондом гарантированных депозитов. Выше 10 миллионов – это риск этого банка, да, то есть вы берете риск на банк. Соответственно, на бирже очень много разных инструментов. Вы можете взять акции тех же банков, да, там можете взять акции уже больших компаний, такие как Apple, да, например. Apple устойчивее или один из наших банков. Да. Вопрос, наверное, риторический. Да. Либо вообще можно вложить в те же ценные бумаги государств. Да. Казатомпром с момента, на самом деле, 2018 года IPO вырос, акции Казатомпрома выросли в 3 раза, в долларах, да, там. Смогли бы вы заработать в 3 раза больше денег, чем вложили в магазинчик свой? Тоже вопрос такой риторический. Да? Кроме того, даже про недвижимость. То есть мы планируем запускать то, что называется РИТ, это фонд на недвижимость. Опять-таки, там, купить квартиру на левом берегу Астаны или, например, в Алмате, да, там, мы же не знаем, что произойдет с ценами, и никто не знает на самом деле, но можно диверсифицировать портфель. Соответственно, мы хотим, чтобы у казахстанцев был широкий выбор, а куда он потом дальше хочет вложить, естественно, решение каждого. Мне очень понравилось, что в вашем приложении Табыс вы сделали такую классную вещь, как финансовые цели. Да? То есть это то, что не могут даже, как выяснилось, вот я была на подкасте у Маргулана Симбаева,
ну, даже опытные, да, казалось бы, там, бизнесмены. То есть ты ставишь, прописываешь свою финансовую цель, условно, там, накопить на квартиру, да, там, я не знаю, накопить на свадьбу, и ты начинаешь как бы потихонечку, да, вы же еще занимаетесь и образованием, то есть ты скачиваешь приложение, ты там положил, не знаю, там, $25, да, и уже начинаешь свое финансовое обучение, ты покупаешь вот эти биржевые ноты, то есть вы создали такие как бы пакеты, да, которые ты там и не сильно можно внедряться. Расскажите вот про образование, да, вот в этом в Табысе. Да, на самом деле, если бы нам было интересно только продажа наших ETN в Табысе, да, то, наверное, такую функцию мы не запускали, потому что напрямую это не влияет, да, это вот должна быть, если так брать, решение каждого, во что он инвестирует, зачем он инвестирует. Но тем не менее, так как это проект образовательный, мы хотим, чтобы люди понимали, что прежде чем начать инвестировать, нужно иметь достаточно четкую цель. Соответственно, исходя из цели, человек понимает, что у него есть долгосрочные цели, краткосрочные цели и среднесрочные. Ну и инструменты должны соответствовать. Ну, условно, я вложила в акции Tesla, то есть и вы предлагаете 20 лет вообще их не трогать, да? Забыть про них или как? В идеале, то есть, понятно, есть как бы стратегическое видение долгосрочное, но в краткосрочном может что-то меняться, да, там, но нельзя, то есть это и есть, наверное, ошибка начинающего, когда рынок начинает двигаться не в ту сторону, которую он ждет, он начинает продавать, соответственно, фиксировать свой убыток, да, надо переждать, соответственно, долгосрочные задачи, да, желательно надо, вот если что-то фундаментально не изменилось, то желательно держать в этой компании. Ну вот как держать? Это все время хочется зайти, что-то продать, купить. Правильно, надо следить за новостями, что происходит с Теслой там, и так далее, да, то есть отслеживать. Но вот Ну вы нельзя... можете предупредить в Табысе, там типа, внимание, внимание, уважаемые наши клиенты, Нет, к сожалению, здесь у нас там намечается обвал. мы не инвестиционный советник, да, то есть мы советы не можем давать. Есть профессиональные инвестиционные советники, которые этим занимаются. Это не наша роль, и мы, соответственно, То есть вы даете просто площадку, мы площадку и инструментарий даем. А дальше уже либо самим надо подтягивать свои знания, да, либо обращаться к профессионалам.